Добрый день, уважаемые будущие родители. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре «Пренатальное воспитание ребенка и психологическая самоподготовка к материнству во время беременности». Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь сотрудником Коми Республиканского института развития образования, методистом Республиканского консультационного центра и занимаюсь организацией и сопровождением мероприятий в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей», в рамках которого и организован данный вебинар. Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Григорьеву Евгению Сергеевну, психолога, руководителя студии семейного развития «Гармония». И хочу также напомнить, что на вебинаре вы можете задавать свои вопросы к Евгении Сергеевне, а также вы можете записаться на бесплатную консультацию в Республиканский консультационный центр. Вся информация размещена на слайде. И прежде чем я передам слово Евгении Сергеевне, я хотела бы вас познакомить с информацией о том, что уже утвержден график вебинаров на летний период в рамках работы Академии будущих родителей. И где его можно посмотреть, я хотела бы вот такую произвести небольшую навигацию. Итак, заходим на сайт Республиканского консультационного центра семьяконсультант.крiro.ру. Перед вами предстает страница главная Республиканского консультационного центра. Далее в верхней панели навигационной выбираем вкладочку «Родительская академия». Далее всплывает несколько окошек. Выбираем «Академия будущих родителей». И далее появляется главная страничка данного просветительского проекта. В левой колонке находим календарный план мероприятий на летний период. Нажимаем, всплывает вордовский документ, где размещена информация о графике вебинаров на лето. Там же указаны все ссылочки, поэтому вы можете зарегистрироваться уже сейчас на вебинары, которые вам интересны и актуальны. Итак, Евгению Сергеевну мы приглашаем. Евгения Сергеевна, подключайтесь. Добрый день. Приветствую всех участников. Вас сегодня немного. Возможно, кто-то будет присоединяться. Сегодня мы будем работать с очень интересной, важной темой, про которую часто трудно найти информацию, и есть очень много сомнений в том, есть ли вообще и существует ли вообще пренатальное воспитание. Посмотрим на этот аспект. Пока я расскажу о том, что будет сегодня включать вебинар, прошу участниц, я так полагаю, что это будущие мамы или молодые мамы, написать о том, какой у вас может быть срок беременности или сколько вашему малышу. А также я попрошу вас написать свои ожидания, что бы вам хотелось получить сегодня от нашей встречи. Вы будете писать ваши вопросы в чат, я буду их сразу видеть и отвечать. Если будут появляться какие-то вопросы, не относящиеся к тому, о чем я рассказываю или какую тему поднимаю, на верхней панели, на экране у вас есть вкладка «Вопросы». Туда можно написать вопрос, ну, так скажем, не по теме. И в конце я посмотрю туда и отвечу на эти вопросы. Пишите, пожалуйста, какой у вас срок беременности или сколько вашему малышу, что бы хотелось получить от встречи сегодня. Немного расскажу о себе. Я практикующий психолог, и достаточно продолжительное время своей жизни, более 10 лет, я работала в одном из наших медицинских центров психологом, который сопровождает подготовку родителей к родам и родительству. Я работала с беременными женщинами и супружескими парами.
Провела множество научных исследований по психологии беременности, психологии родов, по психологии грудного вскармливания. Поэтому, конечно, мне есть чем поделиться. Тему эту я очень люблю. И сегодня планирую раскрыть вопросы для вас. Психология переживания беременности, а именно обратим внимание на 3-й триместр беременности. Что же происходит с женщиной и для чего? Какое психологическое значение это имеет? Как женщина сама себя готовит и инициирует в материнство? Мы также поговорим о том, что же такое пренатальное воспитание, как его нужно осуществлять, на что обратить внимание. Разберем несколько мифов, несколько заблуждений, которые весьма популярны. Мы также поговорим о том, что происходит с будущим папой, когда жена беременна и вся поглощена своим состоянием, в чем его задача. Ну и, конечно, я отвечу на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста. Я прошу всех участниц сегодня, пришедших на вебинар, быть активными, потому что очень трудно работать как бы без контакта, да, с аудиторией и не понимать, что происходит. То есть или нет вопросы, все ли понятно. Поэтому напишите, пожалуйста, хотя бы вот, в каком качестве вы сегодня участвуете. Срок вашей беременности, либо возраст ребеночка, ваш запрос на сегодня. Период беременности может стать одним из самых прекрасных периодов в жизни женщины. Особенно это касается, конечно, первой беременности, когда женщина впервые проживает это свое новое состояние. И изначально, так скажем, издревле, да, женщина не считалась даже женщиной, будучи пока не матерью. Именно с родами, с рождением первого ребенка происходила ее инициация в женственность, в женщину. И, конечно, беременность играла в этом очень важную роль, да, то есть женщина погружалась в свое материнство. Как вы думаете, когда женщина в своей жизни начинает готовиться к материнству? Какие предположения у вас есть? Поделитесь, пожалуйста. Когда мы с вами, девочки, подчеркну, да, начинаем готовиться к беременности, к материнству, к тому, что у нас появится малыш. Есть разные мнения, и обычно на этот вопрос мне отвечают очень разнообразно. Ну вот, как вы считаете? Поделитесь, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пишите. На самом деле мы проходим очень долгую, длительную такую дорогу, которая готовит нас к тому, чтобы стать мамой. Это не происходит в тот момент, когда мы рожаем ребенка. Это было бы слишком неожиданно для нас. На самом деле мы много чего уже проигрываем до того, как рождается наш первый ребенок. Вижу, что кто-то пишет, пишите. Итак, девочка начинает готовиться к собственному материнству с самого детства. Более того, девочка начинает становиться мамой с момента своего пренатального, то есть дородового периода, пребывания в материнской утробе. И если сейчас, уважаемые будущие мамы, вы ждете девочку, то вы должны понимать, что уже сейчас вы учите ее быть мамой. И тот опыт, который она проживает вместе с вами, находясь в вашем животе, взращиваясь в вашем мире, она перенесет на собственный опыт материнства. И те женщины, которые сейчас ждут девочек, представляют собой феномен русской матрешки.
вы носите сейчас не только свою девочку, свою дочь, но и своих будущих внуков. Потому что на ее физиологическом уровне уже заложены все те яйцеклетки, которые разовьются потом и дадут ей возможность стать мамой. То есть вы сейчас носите не одного человека, а много поколений, которые потом родятся, в частности, своих внуков. И этот опыт, который девочка проживает внутри материнского тела, очень сильно влияет затем на ее собственное материнство. Рождаясь, девочка начинает общаться со своей матерью и считывать ее материнские паттерны, то есть да, сценарии. Она начинает, у нее как бы так записывается на уровне бессознательного, да, как это быть мамой, как реагировать на младенца, подходить к нему, если он плачет, или заставлять его успокаиваться самостоятельно, быть к нему мягкой, терпеливой, либо быть резкой, холодной и так далее. Тот опыт, который вы приобрели со своей мамой в первый год своей жизни, очень важен. Затем начинается период игры в дочке-матери, ведь уже в годик маленькой девочке уже дарят первую куклу и коляску, как правило. Девочка начинает учиться ее баюкать, купать, кормить, укладывать спать, переодевать потом и так далее. И начинается этап игры в дочке-матери, этап нянчения, где девочка может попробовать быть мамой. Она начинает отыгрывать то самое поведение, которое она видела в отношениях со своей матерью. И если мама ее часто наказывает, ругает, критикует, эта девочка тоже будет делать с куклой. Мы часто видим такое, что девочка ругает куклу, ставит ее в угол, говорит: ах, какая плохая, тебя надо наказать. И это чисто проекция материнского поведения, да, ее мамы. Ну, конечно же, бывает и прекрасное отношение у девочки с куклой, она ее жалеет, качает и так далее. Это замечательно. Затем начинается этап общения с реальными детьми, теми, кто младше, а то и с младенцами, которые появляются в семье, например. Либо девочка видит их вокруг. И она начинает отыгрывать то, что она уже отрепетировала, так скажем, с куклой, на живых младенцах. И тем самым еще больше развивает свое материнское поведение. Затем на некоторое время девочка становится социальной, она идет в школу и как бы оставляет немножечко вот эту игру в куклы, на несколько лет осваивает социальные виды деятельности, общение и дружбу. Но вскоре в подростковом возрасте девочка понимает, что у нее начинается менструация, и это означает, что ее организм готовится сейчас к материнству уже на физиологическом уровне. То восприятие своей менструации, которое произошло, то отношение к телу, которое у девочки есть, во многом определит в дальнейшем ее материнское и в целом женское поведение. Задачей девочки на этом этапе является сохранение себя. Потому что если сейчас она начнет вести беспорядочную половую жизнь, употреблять наркотики, алкоголь или заниматься какими-то экстремальными видами деятельности, опасными, то она не сохранит то потомство, которое она носит в себе с момента внутриутробной жизни. А яйцеклеток больше не станет. Все, что заложено, оно вот в ней есть. И поэтому вся культура любых народов девочку здесь оберегала, всячески ограждала от контактов опасных, от какой-то опасной жизни и так далее. Да? Девочке следовало беречь себя, беречь свое здоровье, потому что здесь можно очень навредить вот этому женскому здоровью, которое потом реализуется в материнстве. Удержание себя, сохранение себя давало девочке возможность быть здоровой и подойти к тому, чтобы встать в пару, найти себе партнера и забеременеть легко, прожить беременность хорошо, хорошо родить и в дальнейшем воспитывать ребенка. Посмотрите, какой долгий путь проходит материнство. Часто мы думаем, что вот родился ребенок, и мы становимся мамами. На самом деле это не так. Как вы думаете, что происходит у мужчин? И когда мужчины становятся папами?
Так это у них, как у женщин, или нет? Пожалуйста, поделитесь в комментариях. И это тогда уже будет касаться тех женщин, которые ждут мальчиков сейчас. То же самое у них или нет? Мужчины точно такой же путь проходят? Так, предположение есть такое. Когда появляется ребенок, мужчина становится отцом. Угу. Так, еще мнения какие-то будут? Если мы предположим с вами, что мальчик точно так же еще с внутриутробного периода готовится стать папой, мы будем неправы, поскольку у мужчины, у мальчика есть множество других очень-очень важных задач. Прежде всего, ему нужно стать успешным самцом. А потом в качестве вознаграждения вот этот успешный самец берет себе самку лучшую, да, и рождает потомство. Но сначала ему нужно победить мир. Поэтому вся активность мальчика, она направлена на соревнования, конкуренцию, взращивание своей мужественности, силы и уверенности, на то, чтобы побеждать мир. И поэтому, конечно, о родительстве мужчины задумываются гораздо позже. И встретить мальчика, который говорит о том, что да, я хочу стать отцом, ну, это, наверное, из области фантастики. Скорее, они хотят стать успешными бизнесменами, победителями, спортсменами, путешественниками, ну, и еще кем-то героическим. И первый опыт отцовства мужчина чаще всего получает либо с рождением своего ребенка, либо период беременности. Сейчас достаточно много включенных в беременность пап, и они ходят, например, к нам на курсы для будущих родителей, и действительно задают интересующих вопросы, включаются, они выбирают коляску, они выбирают какие-то вещи для малыша, да, они уже здесь что-то внутри себя проживают, что-то чувствуют. Но чаще всего, дорогие будущие мамы, папы инициируются в отцовство даже не с рождением и не с появлением младенца, а к возрасту ребенка примерно 3 года. С момента рождения ребенка мужчина только начинает как бы входить в родительство. Он еще не стал отцом, он только присматривается, учится и вообще погружается в эту тему. Он как бы про это в жизни-то вообще не думал, у него были другие задачи, весьма нужные. Уметь заработать, уметь победить мир и так далее. И папа дозревает, так скажем, условно, психологически, примерно к 3 годам ребенка, чаще всего. Первого имеется в виду. И именно в этот период, кстати, папа наиболее и нужен ребенку. То есть он является очень важным родителем. А в первый год, например, жизни, да, ребенку нужна мама и контакт с ней. Папа с его требованиями, с его иной раз наказаниями, с его ограничениями, правилами, которые он будет вносить в жизнь ребенка, появится тогда, когда ребенок станет более активным, более самостоятельным, и нужно будет ограничивать его поведение, да, направляя его в нужное русло. Вот такова задача папы. Поэтому, дорогие будущие мамы, постарайтесь избежать обид на своих партнеров, ощущение, что вот вы как-то неравно относитесь. Да, вы неравно относитесь, у вас разный путь. И первый год, второй год жизни ребенка, в основном это ваша включенность. Только потом ребенок будет переходить потихонечку в мир отца, и вы будете, как родители, уравниваться, да, в своих правах и в своем влиянии на ребенка. Пишите, пожалуйста, согласны ли вы с такой вот точкой зрения, как она вам вообще, если вот у кого-то она вызывает какие-то сомнения, пишите. Ну, а мы с вами сейчас перейдем к тому, что происходит очень важного в период беременности женщины и как себе помочь настроиться на роды. Итак, начало беременности у женщины
сопровождается очень важными моментами, прежде всего, идентификации беременности. То есть женщина узнает о своем состоянии, о том, что у нее будет ребенок. Очень важно обратить тут внимание, с какими чувствами вы столкнулись. У кого-то это страх, удивление, а у кого-то радость, у кого-то неверие, тревога и так далее. Да? Очень важный это момент. Постепенно в течение первого триместра беременности происходит некая адаптация к мысли о беременности, перестройка жизненного плана, перестройка своего состояния. При этом этот период является весьма нестабильным и в эмоциональном плане, и в плане физических переживаний. Ну, в частности, может женщину беспокоить токсикоз, сонливость, пищевые какие-то предпочтения могут появиться. И к концу первого триместра беременности наступает некое стабильное состояние, когда женщина уже как бы справилась, привыкла, адаптировалась к тому, что происходит в ее жизни, и настроилась на вынашивание беременности. В общем-то, тут отпадает уже момент сомнений, если он был, рожать или не рожать. Как правило, к концу первого триместра женщина уже приняла решение. Возможно, это решение ее не устраивает. Ну, в частности, она хотела сделать аборт и не успела. Либо приняла решение под давлением там, близких сохранять беременность или по каким-то другим причинам, но как бы примирения внутреннего нет. И тогда второй триместр беременности тоже может стать нестабильным, неспокойным. И в этом случае, конечно, такой женщине требуется психологическая помощь, поддержка. Ей нужно разобраться, найти для себя новые опоры, выработать новое поведение, да, и переработать вот эту вот свою неготовность к беременности. Если же беременность порадовала, она ожидаемая была, то женщина во второй триместр, выходя, вполне остается еще работоспособной, адекватной вполне в своих эмоциях, стабильной достаточно, и ее беременность окрашивает жизнь новыми красками, появляется что-то приятное, новое, какие-то бонусы, какое-то внимание от близких, какие-то новые события, посещение врачей, УЗИ, то, чего раньше в ее жизни не случалось. Какая-то новая информация к ней приходит. То есть, ну, вот ее жизнь становится богаче, лучше, интереснее. Второй триместр беременности считается наиболее стабильным в психологическом переживании женщины. И еще далеко до родов, и уже привычно, что животик растет и жизнь меняется. При этом еще женщина не перестает работать, ведет активную социальную жизнь, может съездить, отдохнуть, заниматься любимыми делами. То есть, в общем-то, она не то чтобы изменила свою жизнь полностью, а она еще ее и обогатила. Жизнь стала интереснее. Переходя в третий триместр беременности, у женщины меняется эмоциональное состояние. Исследования показывают, что у многих женщин возникает тревога, которая вызвана неминуемым приближением родов, которые беспокоят, которые вызывают страх, которые вызывают какое-то неспокойное состояние, какие-то тревожащие, пугающие мысли и так далее. И это состояние тревоги, как правило, длится несколько недель и заканчивается, ну, к последним там 2-3 неделям, оставшимся до конца беременности. Эта тревога женщину отпускает, и это является нормальным переживанием беременности. Да? Исследования показывают, что женщины, которые шли вот по этой такой кривой, да, повышение тревоги в начале третьего триместра и снижение тревоги к концу третьего триместра беременности, рожали хорошо и адаптировались к родам хорошо. Бывают различные, естественно, ну, так скажем, отклонения от этого плана, то есть женщина и накануне родов чувствует страх, беспокоится, не может настроиться на роды. Ну, это уже тоже является основанием к тому, чтобы поработать с психологом, так скажем, проработать эти чувства
и настроиться верным образом. Совершенно недавно, буквально пару недель назад, я работала с женщиной, которая, ну вот завтра рожать, а готовности к родам нет, она не сформировалась. И мы с ней работали над тем, что же там препятствует. Разобрались. Идем дальше. Что еще происходит в третьем триместре беременности? Почему-то вдруг женщина может ощущать, что она как будто бы стала глупее. Она плохо соображает, она все забывает, у нее жалуется на память, жалуется на внимание, работоспособность снижается, что есть абсолютная норма. Мозговая активность действительно снижается, вернее, сужается круг интересов. То, что интересовало и заботило женщину раньше, перестает иметь какое-то для нее важное значение. Перестает женщина направлять туда внимание. Ну вот раньше ей нравилась ее работа, а сейчас она вообще туда не хочет ходить. Казалось бы, что поменялось, почему, да? А все это очень закономерно. Таким образом, сужая интересы женщины беременной, психика выполняет такую самосохраняющую функцию. То есть наш организм, наша психика сама себя спасает. Женщина, сужая круг заботящих ее вопросов, снижает тревожность, снижает нагрузку свою эмоциональную и то напряжение, которое она несет. Ей становится легче. Как будто бы больше ее ничего не беспокоит. Да? То есть она так или иначе все равно со всеми в разговорах приходит к мысли о том, а как вы рожали, а как было то. Да? То есть я думаю, что это вам знакомо. Поделитесь, пожалуйста, если так сейчас происходит с вами, что любой разговор с любым человеком заканчивается беременностью, родами и младенцами. И, в общем-то, как будто бы женщину уже ничего не интересует помимо этого. Еще раз подчеркну, психика таким образом себя сохраняет, бережет организм от излишнего напряжения, излишней нагрузки. Что еще происходит? К середине третьего триместра беременности, это где-то 32-35 недель, женщина, а может быть и раньше, естественно, плюс-минус это все, да, начинает гнездоваться. Инстинкт гнездования – это такое состояние беременной женщины, при котором она начинает создавать пространство, в которое она примет своего ребенка. Делается ремонт, уборка, передвигается мебель, закупается приданное, какие-то вещи для ребенка. Доделываются свадебные альбомы, то есть какие-то дела, которые были отложены, сейчас они идут в руки. Почему, как вы думаете, женщина это делает? Ей в природе самка любая тоже создает гнездо, если мы возьмем самок млекопитающих. Да, то есть все они готовят. Кошка в шкаф залезает и в шкафу на белье, на полотенцах начинает мять лапками, да, взбивая перинку для своих детенышей, которых она хочет там родить, в темном, чистом, сухом месте. И мы точно так же действуем. Да? Этот инстинкт гнездования, это и есть ваша самоподготовка к материнству и к родам. Психологически это значит, это место, куда я принесу своего ребенка. Пара, которая делает ремонт, передвигает мебель, ставит кроватку в 32 недели, непонятно, зачем она еще 2 месяца, эта кроватка будет здесь стоять, или коляска непременно должна купиться в 30 недель, потому что иначе женщина спать спокойно не может, что-то ей кажется, что она плохо делает, что она не успеет и так далее. Все это настраивает пару, не только женщину, но и ее партнера на то, что в их семье, в их жизненном пространстве появляется третий человек, который будет требовать времени, места в квартире, места в их жизни. Да, то есть это очень символично. Поэтому, если мы говорим о закупке приданого,
то, безусловно, с психологической точки зрения приданое покупать нужно. Это настраивает женщину на ребенка, это переключает ее на новое состояние, когда она будет отвечать полностью за младенца, за нового человека. И когда женщина выбирает это приданое, когда она его стирает, гладит, складывает в комод, думает, как же поудобнее расположить мебель в комнате, вновь и вновь достает вот это приданое, раскладывает, показывает своей маме, показывает своей сестре, подруге, делится с мужем своими приобретениями. В этот момент она психологически формируется как мать. Она перестает быть только женщиной для себя. Как бы из нее выходит некая энергия, адресованная уже другому человеку, которого ей следует в скором времени принять в свою жизнь. И если вы боитесь, есть какие-то сомнения или сопротивления покупки приданого, да, есть множество на самом деле предубеждений, суеверий каких-то, которые говорят о том, что не стоит этого делать. Пара штанишек, пара распашонок, носочки, рукавички, шапочка, несколько пеленок, то есть минимум приобрести. Потому что когда вы это сделаете, психологически вы почувствуете, что вам стало легче. Мои наблюдения практически многолетние показывают, что когда женщина не делала вот этих вот приобретений, когда она не покупала приданое, не готовила его, не перестирывала, не переглаживала, такая женщина с большей вероятностью столкнется с послеродовой депрессией. Поэтому стоит себя заранее готовить к материнству и сделать вот такую профилактику послеродовой депрессии. Когда вы родите, вы будете лежать в роддоме, а ваш муж такой же неумелый родитель, либо ваша свекровь, которой вы не очень-то доверяете, или даже ваша мама, которой вы тоже не очень можете доверять, купить важные для вас вещи, бегают и покупают распашонки, вы можете прийти домой и, к сожалению, разочароваться, понять, что эти вещи неудобны, они некомфортны для вас, вам они не нравятся, и вообще вы не хотите ими пользоваться. Да? И это все, конечно же, не способствует тому, что женщина чувствует себя хорошо. Как пройдут роды, неизвестно. Как мы будем чувствовать себя после родов, мы заранее не знаем. Сколько времени потребуется на восстановление. И как быстро мы вообще сможем выйти в магазин, чтобы купить какие-то вещи, мы тоже не знаем. Будет ли у нас время заказать что-то онлайн, тоже неизвестно. Поэтому сейчас время видеть гнездо и готовить приданое для ребенка. В народе, безусловно, приданое всегда готовилось. Были суеверия, да, но минимальный набор для младенца у матери всегда был готов. Идем дальше. Что еще происходит к концу третьего триместра? И это является нормой, которая, так скажем, обеспечивает готовность женщины к родам и к материнству. Это формирование успокоения перед родами. Несколько недель, там, за 3, за 4 недели женщина как бы выдыхает и говорит: фу, слава богу, все, я доносила, с ним все хорошо, он доношенный и можно рожать. Мысль о родах все ближе и ближе, роды все ближе и ближе, и эту мысль женщина от себя отгонять уже не может. Ей приходится психологически эту мысль перерабатывать. Скорее всего, она уже посетила какие-то курсы для будущих родителей. Она, возможно, сходила в роддом на экскурсию. В нашем городе это возможно. Было, пока не было карантина. Ну, скорее всего, восстановится тоже, конечно. И каким-то образом женщина приходит к тому, что ей становится спокойнее. Это является тоже нормой в переживании беременности. Ну и сюда же, да, можно добавить, что к концу беременности у женщин наступает усталость от своего состояния, усталость от беременности. Они же не могут спать, не могут лежать, ходить. Может быть, они отекшие, может быть, у них нарушается аппетит, может быть, снова наступает тошнота. Сейчас вот жарко, да, и вот
наступает некая усталость от своего веса, от неудобного места, вот не могу найти место, да, живот большой, тяжелый. И женщина начинает, благодаря этой усталости своей, торопить роды. Она говорит, ну, скорее бы уже ребеночек родился. Ну, давай, давай, уже выходи. И таким образом вот эти слова, сказанные малышу, и говорят о том, что женщина психологически к родам-то уже готова. Да? Она уже начинает торопить эти события и говорить, давай, малыш, я уже тебя жду. Я уже устала от беременности, я хочу перейти в новое состояние. Вот такие вот переживания есть у беременных женщин. Если есть вопросы, пишите. Мы перейдем сейчас... Ой, прошу прощения. Мы перейдем сейчас к тому, что такое перинатальное воспитание и как его осуществить, что может делать будущая мама для того, чтобы наладить с ребеночком контакт еще во время беременности. Итак, пренатальное воспитание. Это не воспитание путем поощрения наказания, введения каких-то правил и запретов. Это обучение ребенка общению, сформированию доверительного контакта со взрослым, да, прежде всего, естественно, с матерью. Это знакомство ребенка с миром звуков, чувств, прикосновений. Да. Ребенок, находясь в животе у мамы, если все хорошо, мама ему рада, беременность протекает хорошо, испытывает состояние блаженства. Он как будто бы пребывает в раю. И именно потому, что мы вот это состояние райское когда-то поймали, все мы были у мамы в животе и испытали состояние удовлетворения всех 100% потребностей. Все 100%. Хочешь спать – спи. Есть всегда что покушать, всегда чем позаниматься, комфортная температура, комфортное положение, ничего сковывающего, да? Никаких тебе ограничений особо нет. Все твои потребности удовлетворены. И потом, когда мы рождаемся уже, мы никогда не можем найти это состояние абсолютного удовлетворения всех потребностей. Поэтому мы всегда ищем счастье и как бы не можем абсолютного счастья достигнуть. Оно нам знакомо, но туда вернуться уже невозможно. И перинатальный период может стать для ребенка действительно опытом райской жизни, которая потом всегда будет для него ресурсным и создаст основу для того, чтобы у ребенка были доверительные отношения с миром. Мир меня принимает, мир меня кормит, мир обо мне заботится, он обо мне ухаживает. Я центр этого мира, я важен этому миру, мир рад мне, мир меня любит. Мир – это мама, естественно, да? Поэтому первая базовая пренатальная матрица по Станиславу Грофу – это и есть переживание ребенком внутриутробной своей жизни. Вот либо это райские ощущения, да, либо это отсутствие доверия с миром, если мама хотела сделать аборт, не любила ребенка, пыталась извлечь плод каким-то криминальным образом и так далее, да, тогда у ребенка не формируется доверие к миру изначально. То есть ребенок приходит в жизнь уже с вот этим опытом изгнания из мира. Так бывает. Уже с 26 недель плод имеет полный набор младенческих реакций. Он может царапаться, икать, сосать пальчик, улыбаться, дергать за пуповину. Вообще ребеночек внутри живота мамы ведет достаточно активный образ жизни. Я думаю, что вы это можете вполне замечать по шевелениям вашего живота и знать, что в какой-то момент ребеночек спит и спокойно, да, вот лежит. А вот когда-то он там чуть ли не в футбол играет, или попинается, танцует, там, кто как называет и кто как интерпретирует эти свои ощущения. И поскольку он вот такой активный, он играет, он качает пуповину ручкой, хватает ее, он может уже вступать в контакт. И можно его научить этому контакту и помочь ему развиваться.
Прежде всего, конечно же, ну вообще нам доступны всего лишь два источника внутриутробного развития малыша. Это через прикосновение и через звуки. Давайте поговорим про стимуляцию слуха у ребеночка, потому что орган слуха формируется еще в первом триместре беременности, то есть малыш слышит маму практически с первых месяцев своей жизни. До малыша через живот, через матку и воды доносится около 30% звуковой информации. То есть ребеночек слышит маму очень часто, он привыкает к ее голосу, он знаком с этим голосом. И обычно, вот когда мы на очных встречах с беременными встречаемся, я вот что-то рассказываю, это, конечно, происходит в тишине, детки, конечно же, слышат и мой голос в том числе, потому что тишина, других звуков нет, и мой голос им становится знаком за много часов, пока вот мы работаем. Конечно же, по голосу ребеночек способен узнавать папу. И вы можете это видеть, да, что ребеночек по-другому реагирует на прикосновение к животу папиной ладони и на папину звуковую стимуляцию. Дети новорожденные предпочитают спектр женских голосов, то есть высокий, тонкий голос. Низкие голоса ребенка могут вызывать такое настороженное состояние, напряженное состояние. Поэтому, конечно, если папа говорит с ребенком еще в период беременности, то это очень хорошо, ребеночек потом хорошо воспримет папин голос, узнает его, безусловно. Очень важно разговаривать с ребенком во время беременности, приучая его к своему голосу, к интонации, к контакту. Бывает странно и женщинам, и тем более мужчинам, а от чего ему говорить, да, вот скажешь «привет, малыш», и что дальше? Ответа-то нет, да, поэтому часто рекомендуется в качестве пренатального воспитания именно знакомство с родительскими голосами, знакомство с развитием возможности контактировать через голос. Рекомендуют ребенку читать книги. Вы можете взять сказки Пушкина и с удовольствием прочитать их вслух. Читайте что-то, что вам самим приятно. Просто чтобы ваш голос звучал как бы фоном для малыша. При этом можно поглаживать животик для того, чтобы стимулировать активность ребеночка, как бы его вот, такое вот направленное внимание на вашу стимуляцию. Уже во время беременности нужно слушать музыку, которую вы потом будете включать ребеночку, когда он родится. Это могут быть какие-то специальные подборки для беременных и младенцев. Это могут быть колыбельные, детские песенки, звуки природы. Также рекомендуется слушать классическую музыку. Но надо помнить, что классическая музыка не вся может быть вам приятна и не вся может вам нравиться. Достаточно много гениальных с музыкальной точки зрения произведений были созданы в тот момент, когда их автор, композитор какой-нибудь великий, очень талантливый, находился в каком-нибудь депрессивном состоянии или еще в каком-нибудь там даже в психиатрическом, да, нездоровом состоянии. И не все эти эмоции нам нужны во время беременности. Поэтому, если вам не нравится какая-то подборка или не нравится какая-то классическая музыка, не надо это слушать, не нужно себя заставлять. Наиболее такими вот рекомендуемыми являются такие композиторы, как Моцарт, Чайковский и Вивальди. Их произведения хорошо воспринимаются и младенцами, и беременными женщинами. Общеизвестны результаты исследований, которые показывают, как целебно классическая музыка воздействует на наш организм. Доказано, что она способствует и хорошему самочувствию нашего тела, соматике, да, потому что мы состоим из воды, а на воду классическая музыка очень хорошо действует. Эти эксперименты тоже в общем доступе есть в интернете. Кроме того, классическая музыка способствует пробуждению и активации нейронных связей в головном мозге. Наша задача в период беременности и
период первых 3 лет жизни ребеночка пробудить как можно больше нейронных связей для того, чтобы ребенок затем смог пользоваться вот этим вот багажом, который вы создадите. Есть такая книга, которую я вам рекомендую прочитать, автор японец Масару Ибука. Книга называется «После 3 уже поздно». Так вот, он на примере множества исследований показал, что до 3 лет все, что пробудилось, тем человек и будет пользоваться, тем потенциалом мозговой активности и будет пользоваться всю жизнь. Поэтому ваши занятия, ваше слушание классической музыки будет способствовать развитию мозга вашего малыша. Пренатальное воспитание – это еще и формирование каких-то полезных способов контакта с ребеночком. И если сейчас, например, мама в период беременности будет слушать музыку какую-то приятную для себя во время отдыха, например, читая книгу, или лежа днем, или вышивая, там, мама может что-то вязать, рисовать, что-то делать спокойное, хорошее, очень рекомендуется включить эту музыку спокойную, приятную. Тогда ребеночек будет на вашем гормональном уровне даже перестраиваться, будет чувствовать ваше спокойное, стабильное состояние, а затем у него сложится такой полезный условный рефлекс. Спокойно, хорошо, гормоны в порядке, и классическая музыка звучит фоном. Да, формируется условный рефлекс. И когда малыш родится, вот это вот запускание классической музыки будет запускать его хорошее эмоциональное состояние. То есть вы формируете сейчас полезный условный рефлекс. Вот вы потом ребеночка вытащили из ванночки, стали обрабатывать пуповинку, менять подгузник, кормить грудью и включаете фоном эту музыку. Или, например, малыш играет в кубики, сидит на полу, и вы ему фоном эту музыку включаете перед отхождением ко сну. Приближается время сна дневного, и вы уже запускаете вот это. Очень важно, чтобы музыка, которую вы слушаете, была приятна вам. Обратите на это внимание. Потому что ваши неприятные эмоции, конечно же, вызовут у ребенка такие же вот неприятные реакции. Помимо звуковой стимуляции, с ребенком можно общаться в период беременности через прикосновение. Будущие мамы тонко чувствуют и понимают, как чувствует себя малыш. Прервалась, продолжим. Напишите, как слышно, как видно. Все ли хорошо со связью? Напишите, пожалуйста. Как слышно, как видно меня? Марина, как меня вам видно, слышно? Все ли нормально со связью? Так, я жду ответа хотя бы модератора. Все ли нормально со связью? Могу ли я продолжать?
Хорошо, у меня идет запись, я продолжу. Ответа нет. Итак, мы говорили о прикосновениях и о том, как родители, ну, прежде всего, конечно, мама, может стимулировать ребенка при помощи прикосновений. Обычно, когда мамы ждут мальчика, они даже интерпретируют их активность по-своему. Например, что он спортом будет спортсменом, там, футболистом, что он очень активный. Они могут говорить о том, что даже некоторые прикосновения очень так чувствительны, да, для них. А когда в животе девочка, мама интерпретирует как-то по-другому, она танцует, ей что-то не нравится, она зашевелилась, что-то ей не нравится и так далее. То есть можно сказать о том, что мамы настроены на то, чтобы считывать поведение ребенка, еще не видя его. Для развития отношений с ребенком внутриутробно можно порекомендовать игру в толчки. Как правило, научиться этой игре можно за 2-3 недели. Зависит это от срока беременности. Чем выше, больше срок беременности, тем быстрее можно ребеночка обучить этой игре. Для этого мама каждый день прикасается к животу каким-то специальным образом. Это может быть поглаживание, надавливание легкое, постукивание. И сопровождает это движение, это такое приглашение к контакту одними и теми же словами. Например, «Привет, малыш, как дела?» или «Я тебя очень люблю». Это может быть какая угодно приятная вам фраза. Обычно маме следует начать с того, чтобы среагировать таким образом на шевеление ребеночка. То есть мама ощущает, что ребеночек пошевелился, мама надавливает или прикасается к животику и говорит какие-то свои слова. И так она делает ежедневно, несколько раз можно. И у ребенка таким образом выработается, опять-таки, очень такой вот... Так, секундочку. Да, Марина? Хорошо. Восстанавливаем связь. Итак, если сейчас видно ли, слышно меня, напишите, пожалуйста. Угу. Хорошо. Тогда продолжу. Мы остановились на том, что говорили о прикосновениях и о том, что будущие мамы даже интерпретируют внутриутробную активность ребеночка по-своему, если это мальчик, девочка, какие-то разные характеристики дают. Они как-то говорят о том, что ему сейчас хорошо, или он сейчас хочет спать, он устал, ему что-то не нравится. То есть мама уже как бы настраивается на волну ребеночка, еще даже не видя его. Для развития общения с ребеночком можно порекомендовать игру в толчки. Это делается, как правило, обучение этой игре за 2-3 недели, в зависимости от срока беременности. Чем выше срок беременности, тем успешнее, быстрее мама может обучить ребеночка этому виду общения. В дальнейшем это, конечно, будет помогать им быстро и легко наладить контакт, когда ребеночек родится. Что же нужно сделать, да, для того, чтобы обучить ребенка игре в толчки? Мама для этого ежедневно, можно несколько раз в день, прикасается к животу определенным способом. Это может быть постукивание, легкое надавливание или поглаживание. И сопровождает это движение одними и теми же словами. Ну, например, там, «Привет, малыш, как дела?» или «Я тебя очень люблю». Мама делает это вначале, когда малыш активничает, да, когда он шевелится. Таким образом, через некоторое время у малыша возникнет такой вот условный рефлекс. Он пошевелился, мама говорит эти слова. Мама с ним выходит на контакт. Происходит некое общение. Я думаю, что вы видели, вернее, пробовали даже вот, в то место погладить, где малыш шевельнулся. Затем
маме следует начать двигать руку. Например, она сначала прикоснулась к месту, куда ребеночек толкнул, и говорит: «Привет, я здесь, давай поиграем». Затем она переводит ручку в другое место, надавливает, поглаживает туда и говорит: «Давай поиграем». И ребеночек толкает туда. И так далее. Да? Мама может ручку двигать по животику, и ребеночек как бы туда прикасается. Еще выше такой уровень сложности этой игры – это когда мама стимулирует ребеночка, который еще пока вот, так сильно не активничает, в спокойном состоянии находится. Мама прикасается к животу и говорит: «Привет, давай поиграем». И ждет, когда ребеночек как бы туда ткнет, да, ручкой, ножкой, толкнет маму в руку. В эту игру можно, конечно, привлекать папу. Обычно на пап бывает другая реакция. Часто детки замирают и не активничают с папами, либо наоборот начинают очень активными быть, когда папа положил руку или папа заговорил. Все это говорит о том, что детки внутриутробно еще различают маму и папу. Они выстраивают с каждым из них разные отношения. Это не хорошо, не плохо, реагирует или не реагирует. Это просто говорит о том, что ваш малыш уже очень умный, и он уже знает вас обоих, он знаком с вами. Таким образом, уже во время беременности мама может наладить отношения с малышом, да, общение с малышом, что, конечно же, затем будет работать на то, чтобы быстро наладить контакт с ребеночком, когда он родится. И не про то это, чтобы он там хорошо что-то сказал, что ему нужно, а про то, что вы сама сможете считывать состояние ребенка, понимать его потребности, исходя из каких-то минимальных от него посланий в виде движений, плача, интонации какой-то, да, то есть, но этой информации вам будет уже достаточно, потому что вы еще внутриутробно учились считывать его состояние, интерпретировать его, понимать его. И, конечно же, ребенок будет знать, что моя мама приходит ко мне на контакт всегда, когда мне надо, она со мной рядом, мир безопасен. Это очень-очень важное знание ребенка, очень важное чувство безопасности и доверия к миру. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, я на них отвечу. Мы движемся к завершению этой темы. И если что-то осталось для вас непонятным, или вы с чем-то не согласны, либо вы хотите задать мне вопрос, пожалуйста, буду рада на него ответить. Мы с вами увидимся, я думаю, что на следующих, тем будет много впереди за лето, и сможем говорить о других аспектах родительства. Ну вот пока про эту тему. Пожалуйста, до новых встреч. Благодарю за внимание. Надеюсь, что прерванный контакт не испортил впечатление. Спасибо, до новых встреч.